Приветствую вас, наши самые ранние телезрители Екатерина Винокурова и Иван Луцкан. Приветствуем вас. Да, такие же ранние ведущие желают вам доброго утра. Сегодня, 19 февраля, день недели среда, середина рабочей недели. И в этот день отмечают День орнитолога. Как раз специалисты в этой области скоро подойдут в нашу студию. Мы с ними поговорим в целом об их профессии, чем они занимаются. И вы можете задать свои вопросы на наш студийный WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Ну а из праздников мира сегодня отмечается День защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Также в этот день, ровно 30 лет назад, был создан графический редактор Photoshop. Сегодня он очень известен во всем мире и весьма популярен. Также в этот день можно поздравить людей с профессией синоптиков. Именно потому, что в этот день, 19 февраля, 164 года назад, появилась синоптическая карта. Кто не знает, это такая географическая карта, на которой условными знаками нанесены результаты наблюдений многих метеостанций мира. Карта дает наглядное представление о состоянии погоды в данный момент. А с приходом новых технологий суть работы синоптика совершенно не изменилась. Он по-прежнему верен синоптическому методу, и карта погоды для него как настольная книга. А мы попробуем поверить тебе. Какую? Да. Почему? Не я же даю данные. Ну, ты их зачитываешь, люди думают, что ты синоптик. Я сочиняю, сижу погоду. Да. Какую картину эта карта покажет нам сегодня, узнаем прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 30, минус 26 утром. Днем ожидается до минус 20, минус 23 градусов. В Заречных утром минус 28, минус 36, днем минус 20, минус 25. В Южных Улусах минус 19 утром, днем минус 17, минус 19 градусов. В Вилюйских минус 24, минус 27 утром, днем минус 16, минус 20 градусов. В Нижнеленских утром минус 31, днем до минус 25. А в Западных минус 20, минус 23 утром, днем минус 13, минус 15 градусов. В Колымендии-Гирских районах минус 23, минус 32 утром, днем минус 21, минус 30 градусов. В Янских Улусах минус 23, минус 28 утром, днем минус 21, минус 24. На северо-западе минус 19, минус 28 утром, а днем до минус 17, местами минус 27 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 36 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер переменный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 24, минус 26 градусов. Так, глядишь, с такой погодой скоро и птицы возвратятся, когда потеплеет и все будет хорошо. Это я все к тому, что сегодня отмечается День орнитологии. Это праздник людей, чью профессию, чей труд невозможно отделить от понятия призвания. Это работа людей, изучающих жизнь птиц, и их называют орнитологи. Они у нас сегодня в студии. Это Мария Всеволодовна Владимирцева, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории зоологических исследований Института биологических проблем Кириллита зоны Сибирского отделения Российской академии наук. Доброе утро. И Евгений Владимирович Шемякин, тоже кандидат биологических наук, точно такой же научный сотрудник лаборатории экосистемных исследований в холодных регионах этого же института. Доброе утро. Доброе утро. С праздником. Спасибо. Спасибо. Ну, чем занимаются орнитологи на сегодня? Расскажите нам. Орнитологи на данное время у нас вообще по республике насчитывается около 12-15 сотрудников. И сейчас идет работа в основном по изучению миграций. Как вы знаете, сейчас вот с миграциями мы усиленно занимаемся для того, чтобы узнать,
куда наша птица улетает на зимовку. Многие виды, они улетают на зимовку для нашей территории в Юго-Восточную Азию. Но куда именно, мы не знаем. Это очень интересно тем, что многие птицы переносчики зоонозных инфекций, как вы знаете. Птичий грипп. Потом в последнее время вот сейчас начал передавать, случаи именно в Якутии начали вот попадаться клещи. Мгм. И птицы, как переносчики вот этих вот клещей, клещи как автобус, используют птиц как там транспортную схему для перемещения. И вот такой вот случай бывает, особенно кустарниковые виды птиц, это которые связаны вот с кустарником, с нижним ярусом, они вот садятся на них и распространяются. И сейчас вот наше наблюдение показывает то, что птицы вот, Занесли к нам. распространяются, да, с помощью вот этих вот, клещи распространяются с помощью птиц. И для этого вот сейчас мы проводим наблюдения. Мгм. А как особенно. вы отслеживаете птиц? Мы их просто отлавливаем на паутинные сети, ставим им и кольца, и с помощью колец мы смотрим, где ее видели, где ее зафиксировали. А кольца, они какие-то с датчиками? Металлические кольца, они просто, там имеется информация о том, где птица была отловлена, и в местах зимовок уже там либо есть специальные такие люди, бёрдвотчеры, фотографируют это все дело и информацию скидывает на Центр кольцевания птиц России. И оттуда уже мы находим информацию о нем. Ну и кроме того, устанавливают передатчики. Передатчики существует несколько типов. Это получается GPS, GSM, это за счет сотовой связи. Он самый такой бюджетный. Потом существует от спутника, но он подороже, там, где сотовой связи не ловит. Ну и есть геолокаторы от Солнечной системы, которые ловят. И вот такие вот передатчики, они дают более подробную информацию о распространении А надолго птиц. вот их хватает? Там... Хватает максимум, как наши вот корейские коллеги, которые разработали эти передатчики GSM, на 2 года. М. Мгм. То есть одну птицу, в принципе, можно в течение 2 лет отслеживать и все данные Отслеживать, собирать. да. Ага. И Ну, куда у нас птицы улетают наши? у нас получается вообще на территории Якутии обитает около 312 видов птиц, 273 вида это гнездящиеся, 47 видов это залетные. Получается, 273 вида гнездятся, у нас оседлых около 47-50 видов, они гнездятся тут. В смысле, оседлые зимуют 43 вида, а все остальные, получается, прилетают. Места зимовок, они очень интересны тем, что у нас очаг зимовок птиц, которые зимуют именно, прилетают именно весной, они, получается, с Юго-Восточной Азии прилетают. А вы как знаете, Юго-Восточная Азия это как раз такие очень такой вот, особенно Китай. Китай это, кстати, не Юго-Восточная Азия. Китай это, Сейчас это получается, актуальный вопрос, да. не очень чистый регион в плане того, что там могут контактировать дикие птицы с домашними птицами, откуда могут и заразиться всякими вот вирусами. Вирус, как вы знаете, он всегда эволюционирует, у него штаммы ежегодно меняются. Ну и там в Китае тоже пользуются просто, мы по нашим информациям, они просто ремонтадин на озеро выкидывают, и благодаря вот этому ремонтадину, противовирусному препарату. средству, да, эти штаммы, они начинают эволюционировать. И вот благодаря этому мы узнали о том, что вот эти вот штаммы, они эволюционируют постоянно. А вот этот вот вирус птичьего гриппа, он всегда был у птиц. Он всегда есть, это как простуда для человека, грипп обычный для человека. А у птиц то же самое. Тот же коронавирус, например. Коронавирус у птиц есть свой.
Сейчас Евгений Владимирович целую лекцию прочитает. Это вопрос Марии Селдовне. Мария Селдовна, вы почему пришли вот в эту профессию? Что вас побудило именно начать изучать птиц? Ну, интерес к орнитологии, к птицам был с детства. Ну, собственно, любовь к птицам привела к тому, к потребности их изучать. Вот. В настоящее время я занимаюсь исследованиями тундровых журавлей. Это у нас стерх, один из самых редких журавлей среди 15 журавлей видов в мире. И канадский журавль. Этот вид, наоборот, очень многочисленный. Он прилетает к нам с зимовок с южных штатов Северной Америки. Вот. И здесь они имеют совместный ареал обитания, эти два вида. А численность какая у них? У стерха численность, Канадского. у канадского это один из самых многочисленных журавлей, особенно вот этот подвид, который к нам прилетает, груз канаденсис, малый канадский журавль. А можно ли его встретить здесь возле Якутска, или он только Арктику, допустим? Канадский журавль, он настолько интересный вид, что хотя ареал его гнездования находится у нас на территории Якутии в субарктических тундрах, там же, где гнездится стерх, ну и еще более к востоку, значит, он, тем не менее, может совершать залеты, то есть даже до Китая и до Японии. Ну, то есть в зимнее время постоянно, регулярно встречают в Китае на зимовке несколько канадских журавлей, и даже в Японии. Ну, мы думаем, что поскольку журавли – это птицы такие очень социальные, они тяготеют друг к другу, особенно во время миграций, зимовок, они стремятся, даже могут разные виды, допустим, серый журавль, черный журавль, собираться вместе с мигрирующими стерхами, потому что так они чувствуют себя в большей безопасности. А внешне они различаются? Различаются, да. Ну вот они могут со стерхом, то есть перелетать вместе. Внешне они различаются, канадский журавль гораздо меньше. Меньше. Да. Ну, мне довелось только один раз видеть стерха в дикой природе. Он в Якутске пролетал как раз в районе речпорта. Вот это был вот такой пролет один раз, и все. И больше я его не видел ни на северах. Ну, вот у нас, вот стерх, да, у нас стерх – это очень популярная, любимая птица в Якутске. У нас очень много организаций названы этим именем, это очень хорошо. И мы думаем, что нужно побольше говорить именно о том, как вот выглядит эта птица и где она пролетает, где она останавливается, чтобы люди знали, потому что ну, часто бывает, что люди не знают, что такое стерх. Ну вот, знают стерх, а потом выясняется, что они думают, что стерх – это что-то совершенно другое. Или могут, или иногда к нам поступают сведения о том, что ну, видели стерхов, потом выясняется, что это была, например, ну, серая цапля. Ну, если вы действительно видели там не перепутаешь. то это очень хорошо. Ваша большая часть вашей работы занимает как раз-таки вот наблюдение, да, за птицами. Часто проводите время в научных экспедициях. Расскажите, как проходят эти экспедиции? Ну, научные экспедиции у нас проходят в основном в летнее время. Ну и в зимнее время. Вот сейчас как раз идет вот зимний маршрутный учет птиц, особенно для охотничьо-промысловых видов. Охотничьо-промысловых видов у нас около 40 видов. Это водоплавающая дичь в основном и боровая дичь. Вот сейчас идет подсчет численности по всей территории Якутии боровой дичи. Это у нас глухари, у нас два вида, каменный и обыкновенный, тетерев, рябчик.
И вот сейчас проводят эти маршрутные учеты охотпользователей, территории особо охраняемых природных территорий. Ну и в весенний период к нам прилетают вот утки, гуси, ну и лугово-степная дичь еще, вот, с которой вот используют охоту тоже собаками на них. Да, вот мне было интересно, то, что зимой-то обычно птицы улетели, тут осталось небольшое количество, да, каких-то особей, и возникает вопрос, а кого сейчас изучать? Ну вот, в принципе, уже ответили, да, то есть и боровая, и дичь. А вот последние новости, которые будоражили и социальные сети, и все что угодно в части экзотических птиц, вот фламинго выловили, да, потом необычных чаек, потом утки не улетали. Вот это как объяснить? Так, ну ты расскажи про фламинго, наверное. Ну, у нас действительно в последнее время много таких случаев происходит. Фламинго у нас залет фламинго у нас отмечался на территории Якутии 6 раз, да? В последний раз 30 лет назад были залеты на реку Синюю в 40-е годы. А к нам, скорее всего, залетают молодые птицы с Казахстана, с территории, где они гнездятся. Молодые птицы часто совершают залеты, то есть в туда. места не своего, не характерного для них ареала, ну, поскольку это еще неопытные птицы, которые могут по каким-то причинам отделяться от общих стай и таким образом попадать в совершенно нетипичные для них Вот, места. кстати, вот насчет буревестника очень интересно получилось в этом году, потому что вот это вид, который первый показал изменение климата. Это вот как раз буревестник, который вот школьник нашел на Колыме. Это вот показало изменение климата и расширение ареала. Ну, он просто залетный, он не гнездится, так что термин расширения ареала к нему не подходит. Но тем не менее, это показало то, что за зоопланктоном этот вид пошел, получается, до севера, ну, до нас. Потому что на острове Врангеля тоже наши коллеги отмечали около 2000 особей этого вида буревестника. И на семинаре в Москве, когда мы были, вопрос стоял очень остро. Очень много буревестника погибло на Камчатке, на Курильской гряде. И вот этот вид, получается, изучали его, показало то, что поверхность моря за счет потепления воды повлияла на численность зоопланктона, который пошел вниз за холодной водой. А некоторые виды просто зоопланктона пошли на север. За ними и пошли вот эти вот наши буревестники. За ним пошел лосось, горбуша, то есть горбуша дошла аж до Колымы, и за ними пошел вот этот морской млекопитающий, как сивуч. Скоро будем открывать консервный завод красной Да. рыбы и икры. Кто Да, знает. вот эти вот все факты показывают о том, что потепление вот этого вот климата, либо какое-то изменение чуть-чуть даже влияет на то, что птицы, они начинают... С птицами мы вот видим, и, кстати, и вообще экосистема, она начинает меняться. Ага. Спасибо вам большое, очень интересная беседа. Можно продолжать и продолжать разговаривать о птицах, потому что действительно в Якутии она богата различными особыми птиц, и за ними и наблюдать интересно. И вообще профессия орнитолога, она такая и творческая, и еще и научная. И очень Поздравляем интересная, вас, да, с полезная, да. праздником. Мария Владимировна, с профессиональным праздником. Спасибо. Ждем вас снова в нашей студии. Прекрасного вам дня сегодня. А мы продолжаем. Наверняка все в курсе, что с января началось постепенное внедрение электронных трудовых книжек. Перешел на электронную трудовую книжку? На самом деле я вот сейчас думаю, буквально вчера я свою трудовую тут фотографировал и понял, что уж лучше она была бы в электронном, чтобы не приходить и не фотографировать. Да, Очень много преимуществ. Более 4000 человек уже приняли решение об отказе
от бумажной трудовой книжки. В ряде преимуществ для сотрудника стоит быстрый доступ к сведениям книжки в любой нужный момент. Разберемся подробнее в нашей рубрике «От пенсионного фонда». Расскажите, пожалуйста, как и когда можно перейти на электронную трудовую книжку? Каждый работник в срок до конца 2020 года должен подать заявление работодателю о выборе заполнения трудовой книжки. То есть работник выбирает о способе ведения бумажной трудовой книжки, либо ведения электронной трудовой книжки. Основные преимущества электронной трудовой книжки – это удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности, использование сведений электронной трудовой книжки для получения государственных услуг и высокий уровень безопасности данных. Если работник подал заявление о ведении электронной трудовой книжки, то в бумажную трудовую книжку вносится запись о том, что работник выбрал электронный вид, и бумажная книжка выдается работнику на руки. Обратно перейти с электронной на бумажную уже не имеет возможности. Работник, подавший заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать заявление о введении электронной трудовой книжки, то есть может изменить выбор ведения на электронную. Обращаем внимание, если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года по уважительной причине, он может сделать это позже. Для работников, которые впервые устраиваются на работу с 1 января 2021 года, трудовые книжки на бумаге не ведутся. Доброе утро. Продолжаем наш эфир. Хочется напомнить наш студийный номер. Это 8 914 279 22 62. Можете скидывать сюда свои вопросы. Но здесь вот вопросы, связанные с банками. К глубокому сожалению, мы не можем сейчас на них ответить, потому что не владеем этой информацией, но передадим ее специалистам, чтобы они подготовили ответ. Поэтому также вот сообщение просто с пожеланием доброго утра и нам желают, и всем жителям республики желают доброго дня, хорошего всем настроения. То есть зрители пишут. Можете предметно сообщение отправить, кого-то поздравить с днем рождения. Может быть, какое-то событие непосредственно в вашем районе сегодня проходит. Вот как мы помним, сегодня в Чурапчинском Улусе начался форум родного языка. Гости вчера были в нашей студии. Кстати, вы можете посмотреть все наши выпуски на канале YouTube. У нас есть отдельный «Утро НВК», и все выпуски сохраняются там, и можете смело наблюдать за каждым нашим гостем, нашими эфирами, и если какую-то информацию упустили, то там ее смело можно восстановить. Также не забывайте про наш инстаграм-канал «Утро НВК Саха», да, на который вы тоже можете задавать в личный директ, так он называется, свои вопросы и пожелания. Ну а мы продолжаем. В Якутии установлен прожиточный минимум. Давайте посмотрим на экран. Величина для трудоспособного населения равна сегодня 18 327 рублям. Для пенсионеров это 13 888, а для детей 17 950. В первой зоне, куда входят северные, арктические районы, поселок Айхал, как вы видите на ваших экранах, с населенными пунктами, и город Удачный с населенными пунктами, это Мирнинский район. Там на душу населения достигла эта цифра 20 438 рублей, для трудноспособного населения 21 813 рублей, для пенсионеров 16 849 рублей, для детей 21 077 рублей. А во второй зоне, где находятся центральные и западные районы и городской округ, прожиточный минимум на душу населения составил 16 917 рублей. А для трудноспособного населения 17 930 рублей, для пенсионеров 13 527, для детей 17 564 рубля. Надо отметить, что по сравнению с величиной прожиточного минимума в целом по Российской Федерации это выше на 1,6 раза или на 6677 рублей. Вот такая полезная информация.
И только что нам поступило сообщение. Подскажите, пожалуйста, когда и во сколько показывают выступление хоров по проекту «Флешмоб». Катюша, видимо. Мы, педагоги детского сада «Парус» города Якутска, ждем нашего выступления. Заявку отправили на вашу электронную почту. Уважаемые наши телезрители, участники флешмобов, хотим вас уведомить о том, что все видео, которые к нам приходят, мы стараемся ставить в порядке очереди. Также видео должно содержать хорошее качество и хороший звук. Все это мы нарезаем, монтируем и ставим в эфир. Вот сегодня, кстати, в третьем блоке нашей программы после 7:45 будет один из этих сюжетов. Да, если успеем, кстати, вот сюжет, он также не написали, к сожалению, кто, откуда, поэтому обязательно пишите, какая организация и какой район. Да, мы продолжаем. Вот далее следующий сюжет, он весьма интересен, связан в том числе и с моей основной профессией, это врачебной, о том, как начинается утро у врача. Ну вот оно у меня начинается здесь, а у моих коллег чаще всего оно начинается непосредственно с пробуждения, а потом, когда они приходят на работу, это встреча пациентов. Подробности далее. Чашка крепкого чая, истории пациентов, составление планов на день. Сегодня утро у Татьяны Геннадьевны начинается в детской инфекционке, где она несколько раз в неделю консультирует. В периоды эпидемической активности в ее помощи здесь особенно нуждаются и врачи, и пациенты. Перед тем, как идти на работу, я прогуливаюсь с собакой, потом приезжаю на работу. Ну вот, когда у меня занятия с группой здесь, со студентами в больнице, то, естественно, я приезжаю рано. Если же группы нет, ну таких дней не очень много в году, перерывы между группами, то сюда я приезжаю на консультацию. Татьяна Дмитриева трудится в стенах детской инфекционки уже 30 лет. Кроме этого, учит студентов. Чтобы стать настоящим врачом, недостаточно на зубок выучить теорию. Как говорит наша героиня, врач учится у постели пациента. Меня воспитали в семье так, что я никем другим быть не могу. Я выросла с мыслью, что я буду врачом. А инфекционные болезни, я думаю, это связано с тем, что когда у нас была интернатура, я в этой больнице проходила цикл, но врачей не хватало, и меня попросили, чтобы оставили подольше. Почувствовала здесь такой драйв. Все очень быстро. Это больница скорой помощи. Приезжают больные, всегда тяжелые, всегда экстренные. И вокруг них бегаешь, крутишься всю ночь, с ними вошкаешься, а на утро ты видишь результат своих трудов. Ребеночек прям вот расцветает на глазах. Что касается инфекционных заболеваний, всегда лучше предупредить. Иначе говоря, профилактика – наше все. Мыть руки с мылом, не контактировать с больными и помните, что даже кишечные инфекции могут передаваться воздушно-капельным путем. Если у кого-то в семье жидкий стул, оденьте маску. Потому что вы можете начихать на своего ребенка и заразить его таким образом. Вспышка, подъем заболеваемости кори показал нам, как важно вакцинировать. Каждый должен заботиться о своей безопасности сам. Вас никто не убережет, если встретитесь с больным корью, и вы не вакцинированы и не болели. Корь имеет 100% заразность. Берегите свое здоровье – это единственное, что не купишь за деньги. Мария Павлова, Семен Афанасьев. Новый день. Якутск. Я вот Татьяну Геннадьевну знаю лично, вместе работаем еще и в мединституте, и как-то даже выступали на предзащите одной кандидатской диссертации, оба были рецензентами. Очень хороший человек, специалист, долгое время занимается и гепатитами, просто талантливый врач. Мы желаем, чтобы каждое ваше утро начиналось только с хорошего настроения и с нашей передачи. А пока уходим на небольшую паузу. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Среда, 19 февраля на календаре. Не успел с тобой синхронно сейчас сказать. Слово передаем службе информационной службе нашего канала. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте.
Госдума приняла закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Документ одобрен с поправками от главы государства. Напомню, свои предложения Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Закон, по его словам, стал приоритетным для депутатов. Необходимо, чтобы уже с 1 сентября в тех школах, где есть необходимые условия, дети смогли бесплатно питаться, ответил он. Свой столетний юбилей отметит один из крупнейших исторических архивов Северо-Востока России – Национальный архив Якутии. На этот год запланирован ряд мероприятий. Накануне в Национальной библиотеке подвели итоги работы архива в 2019-м и озвучили планы на будущее. В учреждении собран фонд более 3500 архивных документов. Эти источники представляют особую историческую ценность для нашей республики. В рамках праздничных мероприятий в конце февраля будет учрежден памятный юбилейный знак «100 лет Национальному архиву Якутии. В мае планируется закладка аллеи архивистов с установкой юбилейного СРГ. Отметим, в Якутии работают 178 архивистов, из них 81 сотрудник в Головном национальном архиве. Основные мероприятия у нас пройдут в конце года, в декабре. Это состоится семинар, который будет иметь всероссийское значение. И мы ожидаем гостей из Российской Федерации, наших коллег, с которыми у нас очень тесное сотрудничество. Конечно, для того, чтобы развивать архивное дело, для того, чтобы оно было современным, чтобы сохранялись документы помимо аналогового вида, также и в цифровом виде, нам необходимо сотрудничество на разных уровнях. И в нашем архиве подписаны несколько соглашений, которые позволяют нам развивать сотрудничество в данном направлении. Творческий вечер клубов декоративно-прикладного искусства Намского улуса провели в смарт-библиотеке Якутска. Делегация хатырыкского наслега представила свою богатую экспозицию. Это изделия из бересты, конские убранства и якутские национальные костюмы, сделанные методом лоскутного шитья. Помимо этого, мастера провели мастер-классы по лоскутному шитью из сукна для всех желающих. А семья мастеров Васильевых показала, как изготовить якутскую национальную посуду из бересты. Напомню, мероприятие проводится в рамках смотра конкурса клубных формирований, которое проводит Республиканский дом народного творчества. Мы сегодня назначили первую встречу творческих коллективов, творческих формирований хатырыкского населения Намского улуса. Они приехали сегодня, показали, потому что у них очень много талантливых людей. И сегодня очень радует то, что люди пришли, занимаются именно мастер-классом, кто что умеет, показывает и учится. Якутские юноармейцы стали первыми в стране, кто попал в специализированные воздушно-космические отряды этого детско-юношеского патриотического движения. Торжественная церемония прошла на военном аэродроме Кубинки в Москве. 24 школьника из Вилюйска и Нерюнгри получили нагрудные знаки, сертификаты, а также именные отрядные знамена, которые они увезут домой. Наши юные земляки попали под патронаж воздушно-космических сил не случайно. Все они участники республиканской программы «Старт в космос». Увлекаются проектированием, моделированием, изучают историю освоения космоса. И вполне вероятно, что многие из них свяжут свою профессию с авиацией или космической отраслью. В Москве у ребят была насыщенная познавательная программа. Нашему отряду присвоено имя Хрунова Евгения Васильевича. И сегодня мы в главном штабе на армии встретились с его сыном Валерием Евгеньевичем. Сегодня едем в Звездный городок, а завтра уже начинается наше обучение. Сегодня мой отряд принял присягу перед юной армией. Мы стали членами юной армии. Для меня это быть патриотом, это чтить традиции, это знать всех своих героев. Мне больше нравится, что мы отрядом, что у нас все собрано, все слажено, и мы вместе двигаемся, у нас весело, дружно. Мы побывали во многих местах. Планетарий, нам очень понравился московский планетарий. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Спасибо нашим коллегам из информационной службы канала Якутия-24.
У нас в студии гости. Гости связаны с региональным движением волонтеров-медиков. Чем они занимаются, и не только. Поговорим с Аленой Кличкиной, региональным координатором этого движения, и Дариной Анисимовой, заместителем регионального координатора, пресс-секретарем движения волонтеры-медики у нас в Якутии. Доброе утро, девушки. Как давно существует движение непосредственно в нашей республике? Якутское региональное отделение волонтеров-медиков было открыто на кафедре медицинского института в 2017 году. То есть мы существуем с октября 2017 года. Инициатором была профессор, доктор медицинских наук Савина Надежда Валерьевна и магистранты данной кафедры. И мы уже реализуем свои проекты, направления уже с 2017 года. Мы уже не только в городе Якутске находимся, но и также в районах нашей республики. Это как филиалы, да? Это как филиалы, да. Это, то есть в Нюрбинском, Кобяйском, Алданском районе скоро откроется. Мы уже работаем, получается. А деятельности поподробнее, чем конкретно, да, занимаются? У нас есть несколько направлений. Мы занимаемся такими, как помощь медицинскому персоналу. То есть наши волонтеры могут помогать младшему и среднему персоналу, могут работать в процедурных и перевязочных кабинетах, также помогать при транспортировке больного. У нас еще есть направление популяризация кадрового донорства, также направление по первой помощи. И есть у нас также программы для школьников и направление по здоровому образу жизни. А вот если поподробнее, да, вот мы сейчас как раз видим на экранах фотографии ряда ваших акций, которые вы проводите там со школьниками. Видно, что вы еще и там участвуете в ремонте, видимо, медицинских учреждений. Вот как они проходят и вот что вы делаете, например, для школьников? Для школьников у нас проходят в основном профориентационные работы, направленные на направление по здравоохранению. И читаем лекции, проводим санитарно-профилактическое просвещение населения. Кто может стать, да, студентом-медиком? Это только студенты или еще и школьники могут? Волонтером-медиком стать может, у нас есть такой девиз, волонтером-медиком или волонтером в сфере здравоохранения может стать каждый. То есть это не только студенты-медики, не только врачи, окончившие, да, медицинские институты, колледжи. Это любое население, человек, который заинтересован именно в сохранении своего здоровья, в популяризации здорового образа жизни. Они все могут присоединиться в наши ряды и уже либо у себя на работе человек, который не медик, может рассказывать про диспансеризацию, про профилактику различных заболеваний. Все этим мы занимаемся. Среди нас есть студенты Якутского ЕГСХ, сельскохозяйственной академии, студенты педагогических колледжев, институтов, ну, в общем, не медицинских профильных, ну, не медицинских, получается, факультетов и так далее. А что конкретно вот вас привело в движение волонтерами? И Дарину тоже. Да, так как я являлась студентом медико-профилактического дела, я уже с первого курса начала читать лекции про профилактику различных заболеваний. У нас был свой отряд, который занимался именно профилактикой паразитологических заболеваний. Мы выезжали в районы даже и рассказывали, ну, как наше добро село, которое мы проводили, выезжали в районы и рассказывали, как защититься, и также проверяли людей на наличие паразитологических заболеваний. И поэтому, когда вот открылось это движение, мы были очень рады, наш отряд практически все вступили в эти ряды. Дарина, а тебя что привело? Я поступила в медицинский институт и узнала про это движение. Как раз тогда мы стали активно работать. Меня пригласила Алена Ивановна, проводила такие агитационные работы. А на сегодня сколько насчитывается участников движения? В данное время нас 280 человек. Это по всей республике. Но у нас еще есть школьники, школьные отряды волонтеров-медиков. Они еще тоже открываются по сей день, поэтому наше количество тоже будет увеличиваться. А в каких районах вот самые активные такие волонтеры-медики? Самые активные это у нас в Нюрбинском районе. Они каждый раз проводят месячники. Они проводили весной, например, месячник по табакурению, то есть чтобы не курили люди, по туберкулезу, например. И Кобяйский район очень активно работает. И, конечно же, это Тампонский район, самый отдаленный у нас район, который занимается
тоже вот работой волонтеров-медиков. А где находится ваш штаб? Как можно попасть, записаться к вам? Наш штаб находится в медицинском институте. Мы находимся в кабинете 519, если будет подробно. Но можно найти нас на сайтах volonteromediki.rf, присоединиться, стать волонтером в сфере здравоохранения. Регистрация очень простая. Проходите 1 минута, практически 2 минуты займет всего. Ну и у нас есть инстаграм-страничка volmedic14, где можно тоже в директ написать, обратиться, и мы поможем, как вступить в наши ряды и так далее. Вот в ближайшее время какие-то планы, какие-то мероприятия, куда могут присоединиться волонтеры? У нас мероприятия будут флешмобы. Мы помимо всероссийских акций проводим различные флешмобы. Наши ребята танцуют, в крупных торговых точках будут в феврале, вот на следующей неделе буквально танцевать. Это в ТРК Туймада и в Синема-центр. То есть будут показывать симптомы инсульта в виде флешмоба, то есть танца, чтобы люди запомнили, какие 3 симптома есть, и люди уже будут знать. То есть это мы не первый раз проводим, мы еще в 2018 году это проводили, ну и вот будем продолжать в этом ключе. То есть доступно еще и в развлекательной форме. Да. А кроме этого, Ален, ты являешься региональным координатором сейчас и Центра по работе с волонтерами уже республики. Какие-то планы, если вкратце? Да, у нас планы, получается, это выезды в районы, и также мы будем, наши волонтеры будут помогать в чемпионате Коркина, скоро будет, и, получается, будут участвовать во многих других крупных мероприятиях, которые спортивные будут проводиться. Ну и у нас в июне месяце будет проводиться большой форум, это уже непосредственно волонтеров-медиков республиканский, куда тоже будут приглашаться другие волонтеры, не только медики, чтобы приняли участие, получается, с участием федеральных экспертов. Спасибо большое, что подошли к нам. Дарина, Алена, волонтеры-медики нашей республики. Подключайтесь к этому движению. Я вот тоже призываю уже как медик, как врач, который знает этих девушек именно только с положительной стороны. Очень много акций проводят. Молодцы, им огромное спасибо. Спасибо большое, отличного дня. У нас небольшая рекламная пауза. Доброе утро, мы продолжаем эфир нового дня. Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире именно сейчас, а после 8 часов утра в повторе на канале Якутия-24. Мы продолжаем. Да, впереди вас ждет свежие вакансии на сегодняшний день. Также мы ожидаем в нашей студии гостей по чемпионату Обилимпикс. Ну а пока ознакомим вас со свежим прогнозом погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 26, минус 30 градусов. Днем ожидается до минус 20, минус 23 градусов. В заречных Улусах минус 28, минус 36 утром, днем минус 20, минус 25 градусов. В южных Улусах минус 19 утром, днем минус 17, минус 19. В Вилюйских Улусах минус 24, минус 27 утром, днем до минус 16, минус 20. В Нижнеленских Улусах минус 31 утром, днем до минус 25 градусов. В западных Улусах минус 20, минус 23 утром, днем минус 13, минус 15. В Колыменде-Гирских Улусах минус 23, минус 32 утром, днем минус 21, минус 30 градусов. В Янских Улусах минус 23, минус 28 утром, днем минус 21, минус 24. На северо-западе минус 19, минус 28 утром, днем минус 17, минус 27 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 36 градусов, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер переменный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 24, минус 26 градусов. В таком потеплении всегда есть свои плюсы и минусы. Вирусы просыпаются, и активно всегда начинают люди болеть именно когда перепады температуры. А вот вроде кажется, что тепло минус 24, минус 26, а я вчера так замерзла. Утром шла, потому что утром-то холодно было. А вечером обратно. Да, и солнца не было.
Сейчас поговорим о вакансиях, которые предлагает Центр занятости населения города Якутска на сегодняшний день. Требуется механик, образование по профилю ниже среднего, опыт работы не менее 3 лет, без вредных привычек, прием по результатам собеседования, зарплата от 46 тысяч рублей. Требуется бетонщик 3-4 разряда, среднее профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, ответственность без вредных привычек, зарплата от 26 686 рублей. Требуется экспедитор, среднее профессиональное образование, высокая работоспособность, зарплата от 40 тысяч рублей. Вот мы, к сожалению, как уже говорили чуть ранее, люди, которые отправили видео по флешмобу, приуроченный к войне, к победе Великой Отечественной войны, флешмоб «Катюша», к сожалению, не указали название своей организации и откуда они нам свое видео отправили. Напоминаем, что обязательно отправляйте на нашу электронную почту utro.nvk и обязательно указывайте свои регалии, название и наименование. Да, если вы сейчас узнаете вас непосредственно в этом видео, отправьте к нам на наш студийный номер 8 914 279 22 62 сообщение, что все это наша организация, это мы. Все, хотя бы будем знать. Ну а пока внимание на экран. Вот такой заводной хор и мальчиков, и девочек, и женщин. И зайчиков. Да, и зайчиков. Вот, к сожалению, да, не указали. Вот парус был там все-таки, да, вот нас спрашивали про парус. Пока еще не отправили сообщение. Мы продолжаем наш эфир. Напомним, сегодня день рождения синоптической карты. Давайте немножко ознакомимся, что это такое. Географическая карта, на которой условными знаками нанесены результаты наблюдений многих метеостанций. Такая карта дает наглядное представление о состоянии погоды в данный момент. При последовательном составлении карты выясняется направление движения воздушных масс, развитие циклонов, перемещение фронтов. Анализ синоптических карт позволяет предвидеть изменения погоды, можно отследить изменения состояния атмосферы, в частности перемещение, эволюцию атмосферных возмущений, трансформацию и взаимодействие воздушных масс. Днем рождения синоптической карты принято считать 19 февраля 1855 года. Директор Парижской обсерватории Урбен Лаверье, астроном-теоретик, потрясший весь мир открытием в 1846 году 8-й планеты Солнечной системы Нептун, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Сегодня карты обрабатывают с помощью компьютерных систем, которые позволяют в считанные секунды производить расчеты, которые раньше синоптики проводили часами.
Мы продолжаем. Пятый региональный отборочный этап финала 6-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс 2020 Республики Саха-Якутия пройдет с 1 по 5 марта в городах Якутске и Нерюнгри. Сегодня подробнее о чемпионате мы говорим с нашими гостями. Это Катя Никифорова, студентка второго курса Якутского технологического техникума сервиса. Она серебряный призер 5-го национального чемпионата Обилимпикс по компетенции ресторанный сервис. И Степан Степанов, специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, немного об истории чемпионата. Что это, какие цели он перед собой ставит? 5-й раз проводится. Шестой уже будет, да? Шестой национальный Шестой. чемпионат, Мгм. шестой. Значит, слово интересное, да, Обилимпикс. Слово происходит от английского Olympics of Abilities, да, то есть Олимпиада возможностей. Вообще, на самом деле, это движение зародилось давно, еще в 50-х годах в Японии. А в России он относительно недавно, с 2015 года. То есть в 2015 году начинается движение в России, а уже на следующий год, в 2016 году, уже вступает Республика Саха-Якутия. То есть следует понимать, что региональные этапы национального чемпионата у нас проводятся с 2016 года. И вот в этом году, в марте, у нас проходит 5-й региональный этап чемпионата. Главные цели, задачи, которые Главные стоят, да? цели – это популяризация рабочих профессий, конечно же, да, и основной из целей, да, основными целями стоит трудоустройство. Трудоустройство участников, которые нуждаются, скажем так, в особых условиях и так далее. А кто вот может быть участником? Вообще чемпионат, он для людей с инвалидностью и лиц с ограниченной возможностью здоровья. Чемпионат проводится в 3 возрастных категориях: школьник, специалист и студент. То есть школьники могут участвовать от 14 лет, студенты до 65 лет и специалисты тоже до 65 лет. То есть строгих таких конкретных ограничений нет. Единственное, что они должны обучаться либо в профессиональных образовательных организациях, либо работать или в общеобразовательных организациях. Любой может заявиться, подать заявку и принять участие. То есть пока нет такого, чтобы проводили отборочные какие-то этапы у себя в учреждениях или там в школах. Пока такого нет, может любой заявиться и принять участие уже в региональном этапе. Катя, а что вот тебя сподвигло принять участие в этом чемпионате? Ну, я учусь по этой специальности, ресторанный сервис, и поэтому у меня появилось желание участвовать, посмотреть на свои способности и узнать что-то новое для себя. А что вот вы демонстрируете в рамках этого чемпионата? Какие знания, какие навыки? Навыки, получается, было 3 модуля. Это ресторан, бар и бариста. То есть в ресторане показывают тейбл-бокс, складывание салфеток, также сервировка стола и встреча гостей, обслуживание. Также бар, бариста, то есть приготовление кофейных напитков и алкогольных коктейлей. При этом они должны не просто приготовить, да, эти коктейли, там есть определенные критерии, также гигиена очень учитывается. И при этом, так сказать, он должен что-то интересное, какие-то факты о кофейных напитках, факты о коктейлях алкогольных, то есть, может, какую-то историю создания этого коктейля, как оно произошло. Также конкурсант должен выглядеть опрятно, приветливо. Если это девушка, то у нее должны быть ухоженные ногти, как обычно же волосы. Да, и он должен показать мастерство общения, то есть вести беседу с гостями правильно. Это самое основное. Чувствуется, что серебряный призер на студии. А какие вообще итоги вот прошлых лет, какие-то результаты можно ли подвести? Успехи, может, В 2016 году, когда мы только начинали, да, мы проводили соревнования только по 5 компетенциям. Да? На сегодняшний день у нас 19 компетенций, 23 соревнования. То есть некоторые компетенции дублируются, исходя из, в разрезе возрастных категорий. Да? Если сказать результаты прошлых лет, да, вот рядом со мной серебряный призер, да, национального чемпионата. Также у нас есть и золотой призер, это школьница с города Нерюнгри по компетенции медицинский и социальный уход. Тут очень интересный случай. Дело в том, что девушка учится, значит, в школе коррекционной, да, специальной школе, и по соглашению, в рамках соглашения она занимается еще в Нерюнгринском медицинском колледже.
А в данном колледже у нас работает очень хороший специалист, эксперт Гречишкина Яна Александровна. И она подготовила данную конкурсантку, и она завоевала золотую медаль. Также бронзовую медаль и 1 серебряная медаль. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочется удачи пожелать в проведении 6-го национального чемпионата, и чтобы все получилось у тебя, Кать, тоже. Спасибо за приглашение. На этом все. Встретимся позже.